сегодня, в этот день весенний, даем мы наше представление в стенах обители святой. Театр уж полон, ложи полещут, учителя, студенты в рой. Жюри внимательно и строго следит за нашей игрой. Сегодня мы с большим волнением покажем наше представление. И в год театра вам, друзья, мы дарим наше посвящение. Ведь мы филологов семья, филолог я. И я. И мы начинаем. чей ум глубок и прозорлив, и чьи портреты вы можете найти в любой столице. Жестокосердно и мужчин не терпит, так злобно, что славнейшие цари к ней сватались напрасно. Отец не раз хотел ее сосватать, ведь Турандот — наследница престола. Искал ей мужа царственного рода. Упрямая гордячка не сдавалась, и вот однажды, зрело поразмыслив, он дочери решительно сказал: или выйти замуж, или посоветуй, как мне державу оградить от войн. Я стар и многих оскорбил монархов, тебя им обещая, а затем тебе в угоду нарушая слово. Или выйди замуж, или укажи, как войны прекратить, а там живи как хочешь, вплоть до гроба. Любой властитель может Турандот просить супруги, но сначала должен 3 загадки принцессы заданные разрешить. Их разрешив, ее получит жены. А если не способен, палачом, да будет обезглавлен и умрет. И я спокойно буду. А если кто отважится, отца никто не упрекнет, раз он исполнил объявленный указ, скрепленный клятвой. Ну а теперь желаю развлекаться. Моя
чувствует такую силу, что ради подлинника будет слепо стремиться к смерти. Что вижу я? Ой, это нежный облик и кроткий взор, и эта грудь не могут быть обителью жестокой, безжалостной души. Калап, постойте! Отвергните желание созерцать чудовищное зрелище! Судьба вас привела на страшную арену неслыханных жестокостей! Кто этот юноша несчастный? И что за преступление он совершал? Скорее самаркандский, миловиднее, умнее, любезнее юноши Бегин еще не видел. Безумный принц, на вызов он ответил. Несчастный принц, а вот злодейка горда и рада. Бедный Йорик! Неужели природа могла такую женщину создать, как Турандот, которая настолько чужда любви и жалости чужда? Сперва взгляните и ужаснитесь. Это голова злосчастного царевича. Тот, кто отрубил ее, то ваш палач. Пусть неизбежность смерти удержит вас. Поверьте мне, загадки жестокой девушки неразрешимы. Зачем мы сердце разрываем за деньги, радость, за успех? Зачем кричим, зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я. Убит и кланяюсь в конце. Жизнь коротка, как пьесы Чика, но если
намекая на множество примеров и желает позорно кончить жизнь. Дочь, это он. И он вполне достоин, чтобы ты взяла его в мужья. И не терзала больше несчастное родительское сердце. Откажитесь от испытаний, принц. Позвольте мне не задавать загадок или заранее плачьте над собой. Столь дивный голос, столь прекрасный облик, столь чудный ум и редкая душа в единой женщине. Да разве тот не брат 100 раз, кто не страшится смерти, чтобы ею обладать? Принц, ты упорствуешь? Да, государь, я жажду смерти или Турандот. Загадка первая! Здесь искусство едино слились, и мечта, и реальность слились, и все помыслы тянутся ввысь, и чудо рождается здесь, с третьим звонком. Здесь мысли, свободный полет, здесь фантазия щедро цветет, и сердец расплавляется лед, и чудо рождается здесь, с третьим звонком. Я буду счастлив, если остальные загадки ваши не трудней. Принцесса? Театр! Помогай теперь! И в честь отгаданной загадки этой я объявляю праздник! Заморские артисты из России желают показать свое искусство и слух принцессы усладить диковинными песнями своими. Уж я гуляла день до ночи, показался день короче, пора до двора, не дойдем же до дворца, до целого молодца, да где Катя была, где вы, Катя, не была, да всем Катюшенька мила, да садись с нами, садись с нами, садись какая-то с нами, мы поедем по лесами искать барыша, мы искали два решата из большого двора, да заехали в долы, Карины ветер дует, из Дуная Дунав льет, а прямо зелен сад, саду дрелица гуляла, красавица цветы рвала себе на горбок, как на голову веночек, в руке аленький цветочек, калиновый мост, шел Ванюша, торопился, подъем мостик преломился, на Ваню беда, как на Ванюшку беда, да только шкалить не надо, деду потушите, он деду не потушил, да все границы порушил, да вот опять беда, вот опять беда. Вот не знаю я таких. Уж я гуляла день до ночи, кинешень дюань пойдешь, и широко Есть на земле огромный дом под крышей голубой. Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья. Живешь в том доме светлом ты и все твои друзья. Ее широкие просторы, ее бескрайние поля, озера, реки, лес и горы — все это... Родина моя, любимая Башкирия, твой седой Урал, столетней республики, прекрасный час настал. Ура! Он угадал! Снова!
Жильцов проворных много в нем. Там пишут и читают, решают и считают. И пусть пройдет немало долгих лет, ваш ученик в любой работе мастер. И доказав, что знание сила, блистательно оставит след. А станет трудно, вспомнит альма-матер, друзей и наш университет! Ура! Поздравим университет! Води концерт! Води побед! Что десятилетие, твой нынешний рассвет, науки взлет и жизненная смелость! Тебе два русла, молодость и зрелость! Слились навечно! Университет!
listening. I like most, you don't miss a thing. You see the truth. I walk the halls invisibly. I climb the walls, no one sees me. No one but you. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger inside me. I'll be
Не пропадет священный пыл, в ком есть высокое стремление. Что ж, мой верноподданный народ, закончил бал, погасли свечи, вот пролетит и вновь придут весны студенческие встречи. Мне ваше дорого внимание, хочу вас поблагодарить за ваше вечное призвание искать, творить, любить, творить. Кладет он таинственный грим, и камень страдает, и снова поет твой крик. Ах, этот вечер, лукавый май, одетый вечно в лиловый край. Погаснут свечи, уйдет любовь. Филологический факультет благодарит администрацию Башкирского государственного университета, студенческий клуб Башкирского государственного университета, профком студентов и аспирантов Башкирского государственного университета, профбюро филологического факультета, деканат филологического факультета и всех зрителей, собравшихся в этом зале. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим до новых встреч!